На смену Ан-2 придут новые самолеты. На Дальнем Востоке планируют запустить большой проект. В Тампонском районе предложены проекты для развития общественной инфраструктуры. Кто стал инициатором идей? Новый испытательный полигон в Кангаласах. Как прошли первые тесты в условиях якутской зимы. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. На Дальнем Востоке могут создать авиакомпанию для перевозок на среднюю дистанцию. По словам вице-премьера, полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, запуск большого проекта сделают округ доступнее. Авиапарк региональной авиакомпании для перевозок на среднюю дистанцию планируют создать на базе самолетов «Байкал». Новая модель воздушного судна должна заменить самолеты Ан-2, производство которых прекращено. Самолет «Байкал» планируют использовать для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов, оказания экстренной медицинской помощи населению, тушения лесных пожаров и выполнения сельскохозяйственных работ. По предварительным данным, стоимость самолета составит около $3 миллионов, но может быть снижена. В моногородах Якутии в 2018 году создали свыше 4000 рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. Также за год моногорода освоили более 68 миллионов рублей на реализацию приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. В 2019 году планируется начать ремонт уличных дорожных сетей, а также входных групп в медицинских учреждениях. Напомним, Якутия с 2017 года участвует в реализации приоритетной федеральной программы «Комплексное развитие моногородов». Всего в регионе находятся 6 таких городов и поселков, преимущественно на западе и юге республики. Заболеваемость ОРВИ и гриппом за 4-ю неделю Нового года превышает эпидемиологические пороги в республике в 2 раза. В основном преобладают вирусы негриппозной этиологии – парагрипп, аденовирус. Также лабораторными исследованиями были выявлены вирусы гриппа А, но вспышки заболеваемости этим гриппом не наблюдается. Из числа заболевших 82% приходится на детей до 14 лет. Минздрав Якутии рекомендует соблюдать меры профилактики и не заниматься самолечением. При признаках заболевания обращайтесь в поликлинику по месту жительства или вызывайте на дом врача. На сегодняшний день у нас находится в отделении в стационаре 59 больных. Встречаются тяжелые случаи гриппа. Есть больные с осложнениями в виде пневмонии, когда уже присоединяется вторичная бактериальная флора, там бывают пневмонии, значит, протекают тяжело, конечно, да, но такие случаи единичные. Между тем, карантин не помеха для получения знаний. Математика, русский язык, окружающий мир и другие предметы. Так, в школе номер 17 города Якутска ученики 3-го А-класса обучаются в онлайн-режиме каждый день по 3 урока. Единственный класс в школе, где учитель делится знаниями, несмотря на карантин. Учитель совместно с родителями организовали специальный канал для трансляции занятий. Все 34 ученика не отстают от школьной программы. Ребята в текстовом чате отвечают на вопросы и получают оценки от учителя. Такому формату обучению рады как сами дети, так и их родители. В такие дни, когда у нас холодные дни и когда мы уходим на карантин, я занимаюсь с детьми дистанционно. Записываю вебинары специально. Чтобы провести вебинар, мне приходится делать, я с удовольствием это делаю, презентации, настраиваю презентации на вебинары, чтобы можно было провести опрос у детей, чтобы они мне отправили ответ. Кроме этого, я записываю туда еще разные тесты и буду учить их отвечать на тестовые задания. Якутские спасатели тестируют устройства, предназначенные для запуска двигателя в условиях холода. Сообщается, что с его помощью можно завести двигатель даже при полной разрядке аккумулятора или выходе из строя. Испытания оборудования будут проводиться до конца зимы. Устройство может помочь не только спасателям, но и пригодиться водителям и автотранспортным хозяйствам для повышения безопасности на автозимниках. Заряжается даже отсевшего аккумулятора. В чем его преимущество? И он не боится низких температур. Потому что аккумулятор в любом случае же надо вести, даже запасной, вести надо в теплом помещении, скажем, в тепле. А этот
не зависит от температуры. Поэтому нас заинтересовало, пробуем. Даст Бог, получится. 6 проектов для развития общественной инфраструктуры. В селе Крискальджай Баягантайского наслега Тампонского района жители предложили идеи проектов, 2 из которых набрали наибольшее количество голосов. Подробности в сюжете Нины Ханаровой. На общем собрании граждан села Крискальджай в рамках программы поддержки местных инициатив было выдвинуто 6 предложений от закладки сквера до замены септиков и постройки нового здания пожарной части, ремонту летнего локального водопровода и подключению жилых домов к центральной системе отопления. Мы с моим мужем в 2017 году построили дом, жилой дом, по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». А теперь не можем подключиться к отоплению. Сейчас вынуждены проживать у родителей, где мама, бабушка, брат, мы с мужем и наш ребенок. Когда подключимся, не знаем. В Крискальджае более 70 домов не подключены к центральному отоплению. Особенно это касается молодых специалистов, строящих свои дома по различным программам, и пожилых людей, которым уже физически тяжело и накладно отапливать жилье. Нелегко у нас топить и все делать. Недолго живем, наверное, так что хорошо было бы такой благоустроенный дом. Нынешняя котельная не обладает достаточной мощностью, поэтому было решено поддержать предложение по подключению жилья к центральному отоплению путем приобретения полнокомплектного здания котельной и ремонт локального водопровода с определением доли софинансирования населением. В первую очередь мы утвердили схему местоположения новой котельной. Проект котельной разрабатывает Управление строительства муниципального района Тампонский район. И в итоге подаем заявку для участия в программе поддержки местных инициатив. Жители села Крискальджай надеются на положительное решение и поддержку этой инициативы в республике. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Тампонский район. В Якутии возбудили дело по факту ложных сообщений о минировании социальных объектов. Анонимные извещения злоумышленников поступали на электронную почту. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности России по Якутии. 25 января на электронные адреса объектов муниципальной власти, образования и здравоохранения республики поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Подразделения силовых структур и специальных служб быстрого реагирования провели проверку данной информации, которая не нашла подтверждения. Аналогичные сообщения были 24 и 25 января в регионах Дальнего Востока и Сибири, 28 и 29 января на Урале и Поволжье, а 30 января сообщения о возможном минировании поступили в города 5 федеральных округов России. В Ленске остро стоит проблема качества питьевой воды. По нормативам Санпина ее жесткость не должна превышать 7 мг на 1 кубический дециметр. А там этот показатель достигает 10 мг. На очередной сессии депутаты районного совета обсудили этот вопрос. По нему выступил генеральный директор Ленского предприятия тепловых и электрических сетей Владимир Шардаков. Он добавил, что сегодня ведется работа в решении этой проблемы. В 2017 году мы выделили порядка 5 миллионов рублей на проведение проектных работ по строительству водоочистной станции. Определено место сегодня строительства, это ВНС-2, это у нас стакан, то бишь через дамбу, уже на, как говорится, за дамбой на стороне города, набережная 199, определено место для строительства водоочистной станции. Протестировано якутскими морозами. В индустриальном парке Кангалас открыли испытательный полигон Северо-Восточного федерального университета. На 4 трассах со снежным и ледовыми покровами начали проводить тесты шин мировой марки Bridgestone. Как прошли заезды и какие планы у первого крупного полигона в Якутии, расскажет Саргалана Захарова. Испытана в Якутии в скором времени. Эта фраза станет по-настоящему мировым брендом и знаком качества для всех любителей зимней езды. Ведь шины будут тестироваться здесь, в самых настоящих и в самых суровых условиях, при самых низких температурах. И прямо сейчас за моей спиной проходит этот тест шин. Машина входит в крутые повороты и прыгает по естественным кочкам.
За рулем представитель компании Bridgestone Чаки Аяма. С якутскими морозами он знаком уже давно. Университет и корпорация начали сотрудничать еще в 2012 году. Тогда испытания проходили на небольшом учебном полигоне автодорожного факультета. Сейчас это 2 снежные и 2 ледовые трассы. Трек отличный. Испытываю сейчас шины на низких температурах. Есть проблема, что при минус 40 градусах шины становятся квадратными и появляется грыжа. Цель – довести характеристики шин до совершенства. На трассе не жалеют ни подвеску, ни сами колеса. Нужно выжать все до последней капли. Скорость достигает 130 км в час. На льду до 80. Таких естественных условий для тестов нет нигде, говорит сам пилот. Долгая зима – тоже преимущество. Испытания можно проводить в течение 7 месяцев. Этими возможностями заинтересовались в крупнейшем испытательном центре России. Очень хорошие трассы, длинные протяженности, очень качественный снег плотный. Это большая редкость. И естественный лед. То есть это все условия для того, чтобы проводить зимние испытания. Стороны планируют подписать договор о сотрудничестве. В случае успеха на якутских треках появятся представители еще одного мирового бренда – «Кардиант». Общая площадь полигона – 72 гектара. Еще полгектара занимает база в районе села Капитоновка. Как говорится, есть простор для фантазии. В планах строительства крытого трека, где тесты можно будет проводить круглый год. А пока проект на бумаге, трассы в летнее время станут местом для новых зрелищных событий. Проекты, связанные с культурно-зрелищными мероприятиями, это проекты, связанные со спортивно-техническим творчеством. Ну и, конечно же, мы все-таки научный центр, испытательный центр – это в первую очередь приоритет для нас наука. Испытательный полигон – 8-й проект, запущенный резидентом территории опережающего развития Кангаласы. Всего в парке 17 резидентов. Общая сумма инвестиций по подписанным соглашениям – 2,5 миллиарда рублей. На полигон приходится 5-я часть от этой суммы. На проект возлагают большие надежды. Якутия выйдет на один уровень с мировыми тест-драйв-центрами. Сарглана Захарова, Семен Семенов, Якутск. Билеты на открытие игр «Дети Азии» на Сахалине раскупили за 1,5 часа. Онлайн-продажи на церемонию открытия, которая состоится 9 февраля, стартовали на Сахалине в четверг вечером. Планировалось, что на острове будут открыты специальные точки продаж. Однако этого не потребовалось. Сахалинцы раскупили все 3600 билетов. Организаторы напоминают, что те, кто не успел приобрести билеты, смогут посмотреть открытие в прямом эфире на местном телеканале, а также на официальном сайте игр. Напомним, «Дети Азии» пройдут на Сахалине с 9 по 16 февраля. Их посетят более 3000 человек из 20 стран. Это были новости в прямом эфире. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.